Упершыню праблемы з псіхікай у Марыі Івановны ўзніклі 40 гадоў таму. Жанчына звязвае іх з перанесеным менінгітам. У меня постоянно были головные боли, сопровождали. Очень было тяжело восстанавливаться. Дети малые. После суицида я же не один раз делала. Это меня привозили сюда. И не всегда мне оказывали помощь. Зараз Марыя Івановна ў стацыянары па прычыне парушэння сна і павышанай узбудлівасці. Жанчына гаворыць, калі б раней не боялася звяртацца да спецыялістаў, то наўрад ці даходзіла б справа і да суіцидаў. Надо врачу рассказывать все как на духу, назначит правильное лечение, будет контролировать. Это вот я сейчас это понимаю. А тогда, что я это не понимала. У третьем отделении областного психоневрологичного диспансера штогод пролечивается больше за 500 человек. Переважно пациенты с неврозами и депрессией. За прошлый год, если считать цифры, мы пролечили, наверное, 16% пациентов с депрессиями, которые сталкивалась стационарная наша служба, Брест и Брестского района. То есть это довольно-таки много. Рост психичных захворваний отзначается во всем свете, и наш регион не выключение. Ежегодно специалистами психиатрической службы в области оказывается помощь более 40 тысяч жителей нашей области. В городе Бресте речь идет о 10 тысячах населения в год. У группе рызыки люди пожилого возрасту и дети, у силу того, что их психика меньше устойливая до стрессов. В 2016 году впервые выявлены психические расстройства более чем у 2500 детей. Впервые выявлен диагноз, а всего под наблюдением психиатров находится более 11 тысяч детей. То есть цифры немалые. Залог паспяховасці лячэння псіхічнага захворвання своечасовы зварот да спецыяліста. На жаль, сёння ў грамадстве яшчэ шмат перадузятасцяў. Многія баяцца пастаноўкі на ўлік. Між тым патрэбу ў дыспансерным наглядзе маюць толькі 30% звярнуўшыхся. Яшчэ адзін міф – невылечнасць псіхічных хваробаў. У стацыянары абласнога псіханевралагічнага дыспансера яго поўнасцю развіваюць. Спалучэнне медыкаментозных метадаў з фізіятэрапіяй плюс камфортныя умовы знаходжання пацыентаў прыносяць плён. У большасці хворых наступае стойкая рэмісія. Дарэчы, пераважная колькасць неўрозаў і дэпрэсій сёння хутка і эффектыўна лечацца амбулаторна. Когда-то давно, может быть, еще 20 лет назад даже, или еще больше, 50 лет назад, не было таких средств, которые могли бы в течение месяца-двух, в общем-то, привести человека в полный порядок. Это в основном фармакотерапия. Она развилась до такой степени, что сейчас за это время человек возвращается полностью к полноценной жизни. И поэтому те люди, которые обращаются, иногда перед этим находятся в страданиях год или два, они потом говорят: и чего я так долго мучился? Медики сцвярджаюць, захаваць психічнае здароўе магчыма. Галоўнае не баяцца звярнуцца да спецыялістаў, паверыць у іх і, канешне, у сябе. Людмила Салзан, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».